Здравствуйте, на телеканале «Вся Уфа» стартует программа «Знаю все». И сегодня мы с вами поговорим действительно на тему, которую интересует каждого. Как выбрать свежее мясо, яйца и рыбу. А поможет нам в этом наша очаровательная гостья Галиева Чулпан Рафиковна, преподаватель факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, давайте не будем терять время и сразу начнем с чего? С мяса? Начнем с мяса. Хорошо. Как выбрать свежее, действительно качественное мясо? Для определения степени свежести мяса ветеринарные санитарные эксперты используют органолептические методы и лабораторные методы. Для лабораторных методов нужна лаборатория, лабораторное оборудование, но простой потребитель может применить органолептические методы и определить степень свежести мяса. Что такое органолептические методы? Это методы при помощи наших органов чувств. Носа, пальцев, глаз. В первую очередь мы можем определить внешность мяса, цвет и внешность мяса. Цвет зависит от вида животного, но при хранении в результате обсеменения мяса микроорганизмами можно наблюдать потемнение. Сейчас у нас вот здесь вот мясо прекрасное, свежее. Это говядина у нас, правильно? Это говядина, да. Также нужно обращать внимание на внешний вид, на наличие сгустков крови, загрязненность, плесени, личинок мух, возможно. Вот. Если это туша или полутуша, то есть неразделанное мясо, то обязательно нужно обращать внимание на корочку подсыхания. Корочка подсыхания, правильно охлажденное мясо всегда должно иметь корочку подсыхания. Это такая корочка, пленочка, которая покрывает тушу, которая в дальнейшем служит своеобразной защитой от проникновения микроорганизмов вглубь мышц. То есть, получается, при надавливании на пальцах не должно оставаться жира, потому что уже кусочек, он должен быть такой покрытой пленочкой. Если это полутуша или туша, да. Так, хорошо. Что еще? Так. Наверное, понюхать можно, да? Это самый первый. Это потом. Это потом, хорошо. Это потом. Чтобы определить липкость, мы ощупываем мясо. Если мясо не свежее, оно будет липким или со слизью. Если нужно определить внешний вид и цвет глубь лежащей ткани, то нужно сделать надрез. Например, делаем надрез и сразу же определяем цвет и внешний вид свежего среза. Так, осматриваем, смотрим. Так, давайте еще раз покажем вот так вот хорошенечко, как у нас выглядит этот срез, чтобы понимать, как должно быть внутри, если вдруг... Отличается ли цвет действительно, внешний и внутренний? Внутренний, да. Вот здесь абсолютно идентичный цвет, да, что внешний, что внутренний. Так и должно быть, в принципе, при хорошем качестве мяса. Да. Так, что дальше? Далее мы можем определить увлажненность. Увлажненность определяется путем прикладывания фильтровальной бумаги или там бумаги на свежий срез. Вот на свежий срез. Прикладываем бумагу, смотрим. Если фильтровальная бумага осталась чистая, то мясо свежее. А у нас как раз-таки она чистая, правильно? Чистая, да. Если будет она влажная или различные пятна на ней будут выявлены, то мясо либо сомнительной свежести, либо не свежее. Так, отлично, записали, запомнили. Далее, следующий показатель, какой можем определить, это определить консистенцию мяса. Консистенцию мяса определяется путем легкого надавливания и затем оценивают время выравнивания ямочки. Если ямочка выравнивается быстро, то это свежее мясо. Если ямочка выравнивается медленно, то это мясо сомнительной свежести. Ну, либо если не выравнивается ямочка, либо даже можно проткнуть пальцем, то мясо не свежее. Но вот здесь, на этом кусочке, мы сразу видим, что стоит только надавить, и абсолютно сразу уже свою форму принимает обратно мясо. Хорошо. Ну вот, теперь вот дошли мы до запаха. Так. Запах оценивается и на поверхности, можно оценить, и как раз запах свежего среза. Вот здесь глубокие слои мышц. Если мясо свежее, то запах специфический, характерный для каждого вида животного. Если мясо сомнительной свежести или не свежее, то оно приобретает кисловатые оттенки, затхлые, гнилостные и так далее. Особое внимание нужно обратить на запах
мышц, которые плотно прилегают к кости. Вот я, кстати, тоже читала недавно в интернете о том, что, оказывается, можно, если с косточкой мясо вы берете, да, то тогда вот именно кость нужно понюхать, и по этому запаху можно определить, насколько это свежее. Правильно, да? Да, потому что, как бы, получается, если мясо сразу же были нарушения в условиях охлаждения, то как раз мясо начинает портиться. С кости. С кости, да. Так, хорошо. Запомнили это. Как еще можно определить Можно качество? посмотреть на жир. Жир также определяем внешний вид, цвет, консистенцию, запах. Консистенция определяется путем раздавливания между, у нас здесь жирочка-то нету, раздавливания между пальцами. Если жир портится, то он приобретает матовые оттенки, грязные, сероватые, зеленые. Запах тоже прогорклый, кислый, неприятный. По консистенции жир мажется. Ну и последнее, что можно определить, ну это, наверное, уже дома, когда покупатель приходит с мясом, то можно провести пробоваркой. Пробоваркой для этого используется бульон в соотношении 1 к 3, 1 часть мяса и 3 части воды. Доводится до кипения и оценивается прозрачность и аромат бульона. Если мясо свежее, то бульон будет прозрачный, ароматный, жир на поверхности собирается большими скоплениями. Если мясо сомнительной свежести, то бульон будет мутный, жир будет скапливаться мелкими капельками, и бульон будет не ароматный, либо с неприятным запахом. Но если мясо не свежее, то бульон будет грязный, мутный, с хлопьями, с неприятным гнилостным запахом. То в этом случае мы относим обратно свое приобретение в магазин и сдаем, правильно? Да. Хорошо, Чулпан Рафиковна, есть такой вопрос тоже. Эксперимент такой видела. Для того, чтобы оценить качество мяса, можно попросить отрезать небольшой кусочек и с помощью зажигалки поджечь этот самый кусочек. Если аромат будет приятный, вот как шашлычок, да, то значит мясо хорошее. А вот если аромат такой себе, то надо призадуматься, хорошего ли качества. Вот как вы считаете, это достоверный такой способ? Ну, официальные методы ветсанэкспертизы как такого метода нет. Да. Но если так подумать, то что если уже зажигать, то получается это как бы своеобразная проба варки, жарки. В принципе, да, возможно, как бы, наверное, уже определить что-то там, какие-то, ощутить запахи. Иногда бывает, мясо портится только снаружи. Если его помыть как бы, и проварить хорошо, как бы, мясо внутри, оно хорошее. Вот. Отлично. Ну, получается, мы с мясом разобрались. В общем-то, по этим пунктам можно понять, насколько качественное мясо, либо некачественное, правильно? Да. Хорошо. А вы смогли бы сейчас для наших телезрителей рассказать, каким цветом должно быть мясо вот, разных животных? Качественное именно. То есть вот у говядины такой красновато-бордовый какой-то оттенок. Это хорошее, да? Да. Качественное мясо. Так, у свинины какое? Свинина, она уже будет светлее, розоватая, светло-красная. Конина, она уже более такая бордовая, темного цвета. Коричневому ближе, да? Да. Баранина? Баранина, но она ближе к говядине, может, чуть светлее. Вот. В общем-то, на этом все. На этом все, да. Отлично. Тогда мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся и расскажем, как выбрать свежую рыбу. А мы продолжаем. Это программа «Знаю все». И напоминаю, что в нашей студии Галиева Чулпан Рафиковна, преподаватель факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета. Сегодня мы обсуждаем тему того, как выбрать свежую рыбу. Чулпан Рафиковна, слушаем внимательно. По каким критериям можно определить? Рыба является весьма нестойким продуктом, и при небольших, незначительных нарушениях условий хранения она подвергается порче. Этому способствует рыхлая структура мышечной ткани, большое содержание влаги в мышцах и слизь на поверхности рыбы, что является благоприятной средой для развития микроорганизмов. Итак, с чего мы можем начать? Первое – это определяем внешний вид, наружный покров. Он должен быть чистым, слизь на поверхности должна быть прозрачной. Если слизь будет мутная, покров грязный,
то это рыба либо сомнительной свежести, Мгм. либо рыба не свежая. Так. Далее мы обращаем внимание на чешую. Чешуя должна быть гладкая, блестящая. Она с трудом должна выдергиваться. Вот в данном случае она и не выдергивается, с трудом выдергивается. Мгм. Если чешуя потускневшая или выдергивается легко чешуя, то это рыба сомнительной свежести. Если рыба не свежая, то чешуя бывает тусклая, выдергивается, а самопроизвольно выпадает. Мгм. Следующий показатель, на что нужно обратить внимание, это на жабры. У свежей рыбы жаберные крышки плотно прилегают. Цвет у них светло-красный Ой, какой яркий. до темно-красного цвета. Мгм. Давайте вот покажем нашим телезрителям, да, вот таким образом. Вот, отлично. Чтобы все видели, что вот такого цвета должны быть жабры. Это качественно свежая рыбка. Так. Если она некачественная, то тогда жабры каким цветом будут? Жабры, если сомнительной свежести, то светло-розовые, сероватые оттенки. И жаберные крышки немного раскрыты. Мгм. Если рыба не свежая, то жаберные крышки раскрыты. Сами жабры будут буро-коричневого цвета до серо-зеленого цвета. То есть контраст сильный, сразу можно будет Да. отличить. Хорошо. Далее мы обращаем внимание на глаза. Глаза у свежей рыбы выпуклые, чистые. Зрачок, Сам глаз, да? роговица прозрачная. Мгм. Если рыба не свежая, то глаза уже Помутневшие такие, помутневшие, да, тусклые, сморщенные, если даже бывает то, что сморщенные. И цвет у них уже будет отличаться, не такой бледный будет, а уже розоватый, либо красноватые оттенки будут. да? Мгм. Так, далее мы обращаем внимание на анальное отверстие. Ого. Анальное отверстие у свежей рыбы должно быть запавшее, бледное, чистое. Если рыба уже сомнительной свежести, то оно немного бывает набухшее. И если рыба не свежая, то оно бывает выпучено. А мы можем сейчас как-то это продемонстрировать? Сейчас нет, потому что мы уже ее скрыли немножко. Ага, Вот, распотрошили, ну, да? Распотрошили, да. То есть это в каком Вот, месте вот, она вот должна она быть вот здесь вот. набухшая? Вот она, А, вот это, да? да, у нас рыба была свежая. Мгм. Так, хорошо. Анальное отверстие бледное, Не запавшее всё, набухшее. не набухшее. Отлично. Какие еще признаки? Обращает внимание на брюшную стенку, на брюшко. Если рыба свежая, то брюшко не вздуто. Если сомнительной свежести, оно немного напряжена. И если рыба не свежая, то она вздута бывает. Сейчас у нас уже невозможно определить, потому что... мы её, Распорото, да? Да. Мгм. Далее обращают внимание на запах. Запах свежей рыбы бывает специфический. Можете понюхать. Давайте, с удовольствием. Ну вот, обычная рыба, как и пахнет. Просто нет такого отторжения и неприятного запаха. То есть вполне себе можно, да, почувствовать и как бы нормально. Так. Если рыба начинает портиться, то приобретает кисловатый запах, гнилостные, затхлые. Такую рыбу не берем. Такую рыбу не берем. Так, хорошо. На что еще стоит обратить внимание? Обращать внимание на консистенцию. Консистенцию определяет так же, как мы определяли консистенцию мяса путем надавливания. Если консистенция мышц упругая, плотная, то это свежая рыба. Если консистенция мышц дряблая, легко отстает от кости, то это не свежая рыба. Получается, просто вот пальчиком надавливаем, да, и Пальчики смотрим, надавливаем, да, здесь вернется ли сначала форма. немножко нужно будет, да, посмотреть. Давайте вы продемонстрируете, как это. Здесь уже не получится, как бы нужно поскольку будет она распорота, да? Да. Мгм. Так, понятно. Хорошо. Есть еще какие-то показатели к тому, что свежая рыба? Также определяет, самое главное забыла еще. Так. Вот определяет состояние внутренних органов. Если рыба свежая, то внутренние органы хорошо различимы. Если уже рыба не свежая, то внутренние органы
превращается в однородную массу и приобретает неприятные запахи. То есть, получается, вот сейчас, если мы раскроем рыбку, то здесь понятны будут все ее внутренние органы, правильно? Ну, почти понятны. Ну, здесь просто в процессе того, пока мы ее довезли, да, вот немножечко она там намешалась. Ну, а вот смотрите, а в магазине, допустим, мы приходим, мы же, как нам, взять рыбку и прям раскрыть и посмотреть изнутри, как, тем более, что чаще всего продают уже полностью потрошенную рыбу. Но если потрошенную рыбу, то, к сожалению, уже никак, да? Уже никак, да. Пока мы все показатели, какие можем определить, если рыба с головой, если рыба с органами. Ну и самый последний опыт, который мы можем провести с рыбой, определение свежести, это проба варкой. Опять-таки мы доводим до кипения, даже 5 минут кипятим, потом оцениваем прозрачность и аромат бульона. Если свежая рыба, то будет ароматный бульон, прозрачный. На поверхности собирается жир. Если рыба не свежая, то бульон будет грязный, мутный, с хлопьями, с неприятным запахом. И жира может быть на поверхности и не быть. Отлично. По всем этим параметрам, я думаю, что многие из нас запомнили, как выбирать рыбу. Но вот смотрите, очень часто так случается, что, к сожалению, в рыбе, да, мы встречаем паразитов. Я сама не раз сталкивалась. Как все-таки сразу выявить, что они там есть? То есть это изнутри как-то нужно посмотреть? Ну, когда мы паразитов находим, когда мы потрошим рыбу и видим визуально, если она только поражает внутренние органы, то просто убираем. Ну и дальше продолжаем. Нужно хорошенечко проварить, прожарить рыбу. Получается, если ты долго ее будешь варить, либо жарить, то полностью нейтрализуем мы этих паразитов, правильно? Ну, да, если купили рыбу именно на рынке, после того, как она прошла ветеринарно-санитарную экспертизу, но если рыбу купили где-нибудь там на дороге, тогда она ветеринарно-санитарную экспертизу не прошла. И тогда вся ответственность лежит на потребителе. Так как бывают паразиты не только во внутренних органах, а внутри мышц, которые невооруженным взглядом их не увидеть. И есть паразиты, которые не боятся термическую обработку. Даже так. И они могут все равно остаться. Да. И что тогда? На удачу? На удачу. Поэтому нужно покупать именно проверенную, да, проверенных местах. То есть получается, вот вы приходите в магазин, и можно попросить какую-то медицинскую книжку, где будет написано о том, что вся рыба качественная и там нет паразитов? Или как? Вот как это происходит? В магазинах они как бы приходят с сертификатами соответствия, либо ветеринарными свидетельствами. Поэтому там, в принципе, если захотим, вы можете спросить и узнать. У продавца? У продавца, да. Это касаемо магазинов, вот наши супермаркеты, которые есть, на рынках магазины, отделы, там то же самое, да? Да, вся рыба приходит, даже все продукты животного и растительного происхождения, все приходят с документами соответствия, где указаны лабораторные исследования, бывает, и то, что рыба благополучна и не заразна. А можем ли мы сказать, что какие-то именно сорта рыб, в них находится больше паразитов? Вот я слышала, что есть, по-моему, желтый, сейчас вспомню, полосатик, вот в нем чаще всего находят паразитов. А вот про горбуш такой не слышала. Есть у вас какие-то такие показатели? Ну, все рыбы болеют различными паразитами, просто как бы какие-то паразиты встречаются в одних видах рыб, другие в других видах рыб. Вот такой вопрос возник. Можно ли как-то проверить качество морской и речной рыбы? Есть ли различия между ними? Различий нету. Все вот как мы проходили, как бы я показала, все так же проверяется. Идентично проверяем и такую рыбу, да? Да. По одним показателям. Хорошо. Но это что касается свежей рыбы, да? Тут вроде, казалось бы, мы уже разобрались. А если мы берем замороженную рыбу, то там же наверняка сложнее определить. То есть надавливанием пальца ты ничего не добьешься. Что тогда делать в таком случае? Ну, здесь только уже на шестое чувство. На внешний вид, на запах. И дома уже, когда уже разморозить, после дефростирования можно определить консистенцию мышц и так далее. А вот если говорить о научных исследованиях, как там определяют качество рыбы? То есть вот мы домашние показали примеры, да, а вот с научной точки зрения, как там все происходит? Ну, я же говорила вначале, что есть органолептические методы, которые мы определяем с помощью органов чувств, и лабораторные. Вот. Лабораторные методы, там определяется
наличие или отсутствие аммиака. Когда микроорганизмы развиваются, они выделяют продукты жизнедеятельности. Они могут выделять аммиак, выделять сероводород. Вот выявление этих как раз веществ Как раз-таки говорит, да, о наличии того, что рыба некачественная. Да. И также делают бактерископию. Делают мазки-отпечатки и смотрят через микроскоп, есть ли там бактерии, копки или так далее. Хорошо. Вы знаете, вот вспомнила, да, что в какой-то момент было утверждение, что замороженная рыба теряет все свои полезные качества, и желательно покупать все-таки свежую. Вы согласны с этой точки зрения? Есть какие-то обоснованные факты того, что это действительно так? Всегда свежая продукция лучше, чем замороженная. Но какие-то вещества в любом случае пропадают, а что-то все равно остается. То есть, ну, тут как бы 50 на 50, так 50. скажем. Хорошо, но тогда смотрите, очень часто же мы видим, да, что продают живую рыбу, вот прям живую, плавающую в аквариуме, да? Вы все-таки за то, чтобы покупать такую или вот замороженную? Ну, или вот свежую, такую же потрошенную? Есть ли тут тоже отличия какие-то? Нет, отличий нет. То же самое, просто если вы уже покупаете то, что в аквариуме, вы уже наверняка знаете, что рыба свежая. Что это гарантированно, Да. хорошая, точная рыбка будет у вас. И тогда вы наверняка согласитесь, что все-таки лучше покупать цельную рыбу, нежели кусочками, как иногда на прилавках Конечно, продают. Да, конечно, лучше там... цельную рыбу, где вы можете посмотреть и на глазки, и на жабры, и на внутренние органы. Но бывает же, когда привозят издалека рыбу, тогда нужно, в принципе, нужно уже потрошенную можно покупать. Вот, кстати, сколько можно хранить свежую рыбу? Свежую рыбу, она очень быстро портится в течение суток. Как бы, если она не потрошенная, то в течение суток... То есть, получается, при покупке вы должны либо сразу ее приготовить, либо сразу заморозить, Да, чтобы почистить, в будущем сразу, уже, да? почистить сначала, потом заморозить. Не чищенную, не замораживаем. Не замораживаем. Все, отлично. Спасибо вам огромное. Я думаю, что с этими всеми советами мы теперь разобрались, знаем точно, как свежую рыбку выбрать. Ну что, прямо сейчас у нас небольшая пауза, после чего мы вернемся и расскажем, как выбрать свежие яйца. На телеканале «Вся Уфа» продолжается программа «Знаю все». И сегодня мы говорим о том, как выбрать свежие яйца. Ну и поможет мне в этом Галиева Чулпан Рафиковна, преподаватель факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета. Мы продолжаем. И вот подошли к очень интересной теме. Так, как можно определить качество яиц? Яйца по своим питательным и вкусовым качествам занимают важнейшее место в питании человека. Их употребляют как в сыром виде, как в вареном виде, так и в сыром виде. Вообще яйца состоят из белка, желтка, скорлупы и подскорлуповой пленки. Цвет скорлупы зависит от вида и породы кур. Если это яичная порода, то это белая скорлупа. Если мясная порода, то это Коричневая, да? соломенно-желтая. Скорлупа – это известковая оболочка. В ней находятся поры, через которые происходит воздухообмен. Но через эти же поры могут проникать микроорганизмы. Особенно пор много на тупом конце яйца. И поэтому на тупом конце яйца образуется воздушная камера. Воздушная камера образуется сразу же после охлаждения снесенного яйца. После определенного времени эта воздушная камера, при хранении воздушная камера увеличивается. И в зависимости от высоты воздушной камеры можно определить срок хранения яйца. Так. Далее, белок. Что мы знаем о белке? Интересное то, что он состоит из нескольких слоев. Это жидкая часть есть, плотная часть, градинковая часть. Градинки – это такие белые нити, которые удерживают желток в центре яйца. При хранении плотная часть белка постепенно разжижается, становится водянистой. И градинки перестают удерживать желток в центре яйца. И желток постепенно смещается в сторону скорлупы и может присохнуть. Так, что же мы можем определить? Для начала мы проводим наружный осмотр.
Так, Яйцо я должно вместе с вами быть, да. буду смотреть. Мгм. Смотрим при естественном освещении. Мгм. Если есть авоскоп, в некоторых магазинах он есть, как бы можно и посмотреть через авоскоп. Это лампочка, которая светит снизу. Да, напомним, что можно туда яйцо поставить, да, и как раз через этот цвет будет видно, что скорлупа однородная, Без либо трещин, нет, да? да, без Мгм. трещин, либо что-то, возможно, там какие-то плесени внутри развиваются. Это тоже все можно увидеть через авоскоп. Ну, представим, что нет этого. Представим, Ребята, поэтому что будем делаем? оценивать при естественном освещении. Смотрим, яйцо должно быть чистым, Мгм. без трещин, без вмятин. Так. Если все нормально, то что мы можем еще сделать? Мы можем определить возраст яйца. Ух ты, как это? Для этого мы будем использовать солевые растворы. Растворы с поваренной солью разной концентрации. Мгм. Раствор первый у нас состоит из 60 грамм соли и 500 миллилитров воды. Так, запоминаем. Мгм. Раствор 2 состоит из первого раствора, из части первого раствора и части воды. И Мгм. раствор 3 состоит из части второго раствора и части воды. Мгм. Давайте еще раз напомним, для чего это все. Эти растворы нужны для того, чтобы определить возраст яйца. Вот, отлично, хорошо. Узнаем, сколько же дней яйцу. Давайте узнаем с удовольствием. Давайте, у нас здесь 3 яйца есть. Мы Мгм. можем начать с этого. Давайте с желтенького начнем. Давайте. Что делаем? Мы постепенно погружаем в первый раствор, потом во второй раствор и в третий раствор. Мгм. Так, погружаем. Если яйцо Так. тонет, то это свежее яйцо. Значит, ему не более 7 дней. Мгм. Но если всплывает яйцо, ну, у нас оно здесь всплыло, то яйцо уже более 7 дней, Мгм. Больше недели. больше недели. Так. Чтобы определить, сколько именно больше недели, то мы его погружаем В следующий в стаканчик, следующий да? раствор, да, стаканчик. Где солевого раствора чуть меньше. Меньше. Мгм. Здесь у О. нас яйца 1-2-недельные давности тонут, Мгм. 3-недельные всплывают. Но в данном случае этому яйцу у нас 1-2 недели. ну, не больше 14 дней. Не Да. больше 14 дней, отлично. Это яйцо, возраст этого яйца мы определили. Мгм. Так, Так, все, с этим понятно. Давайте следующее. вот. Вот здесь у нас, по-моему, даже клеймо стоит, да, и написано, Здесь есть маркировка. да, пока не будем говорить, давайте в секрете оставим и проверим, насколько это достоверно. Так, о, всплыло сразу. Да, яйцо всплыло, но здесь оно больше всплыло, да? Мгм. Как-то. Значит, оно давно уже вылупилось. Да, возможно, теперь здесь проверим, сколько оно будет. Так. Ну, тоже 1-2-недельное, не больше 14 дней. А теперь давайте проверим по клейму. Что По там клейму? написано? Здесь только маркировка, производитель и только сорт. А, только сорт, да? Это То есть да. даты нет. Мгм. Маркировка столовый, первый сорт. Будем верить этому эксперименту. Хорошо. И вот третий у нас есть с вами. Дата указывается только на диетических яйцах, на каждом яйце, потому что диетические яйца, как правило, употребляют в сыром виде. Мгм. Вот так. Да. И вот у нас еще есть третье яйцо. Мы его погружаем. Оно Вот, всплыло. сразу. Значит, Больше. это самое свежее. А, наоборот. Нет, свежее будет. Самое Да. не свежее. Свежих у нас до 7 дней не оказалось. Теперь Так. мы узнаем, сколько дней всего яйцу. Ага. Погружаем во второй раствор. Вот, тоже всплыло. Здесь 1-2-недельные Мгм. давности тонут, Мгм. 3-недельные всплывает. Значит, этому яйцу сколько лет? 3 недели. Больше 3 недель. Больше 3 недель. Чтобы определить, сколько именно, Мгм. мы погружаем в третий Следующий. раствор. Здесь яйца 3-недельной давности тонут, Так. а 4-недельной давности Всплывают. всплывают. Значит, 4 недели этому яйцу. Больше 4 недель, да. Ничего себе. Так, хорошо, давайте еще раз напомним. То есть, чтобы проверить, сколько яйцу по возрасту, так скажем, да, необходимо сделать такой раствор солевой. Да? Да. Если вдруг кто-то дома захочет провести такой эксперимент, вот в первый стаканчик, который вот у вас слева, туда мы сколько добавили соли? Первый раствор мы наливаем 500 мл воды и Мгм. 60 грамм соли. Так, Второй раствор
Он состоит у нас из одной части первого раствора и одной части воды. Наполовину получается. 250 мл первого раствора и 250 мл воды. Так. Третий раствор состоит из одной части второго раствора и одной части воды. И, соответственно, после этого мы погружаем яйцо и смотрим. Если в первом оно всплывает, значит, яйцо Недельной давности, то есть Недельной, больше да. 7 дней. ему по возрасту. Так, хорошо. Если во втором всплывает, Если во втором всплывает, то яйцу больше 2 недель. 2 недель. Да. Мгм. Трехнедельные всплывают. То есть 14 дней примерно. Так, и в третьем, получается, если всплывает яйцо, Это 4-недельной давности. 3-4. Хорошо, а для чего нам это нужно знать? Для чего нужно знать? Да, возраст яйца. Яйца вообще столовые Мгм. при обычных условиях хранения должны храниться около 25 суток. Так. Только в промышленных условиях, где температура соблюдается, как бы они хранятся до 2 месяцев, возможно. И чем дольше хранится яйцо, тем больше вероятность проникновения через поры, которые находятся в скорлупе, микроорганизмов. Мгм. Вот. В том числе сальмонелл и так далее. Отлично. Поэтому лучше употреблять по возрасту маленьких, по возрасту, чтобы они были 7-дневные, 14-дневные и так далее. До 25 суток. Но смотрите, если на яйце все-таки есть клеймо, да, и обозначена дата производства, так скажем, да, стоит этому верить или вы все-таки советуете таким экспериментальным способом проверить? Если употреблять яйца в сыром виде, то обязательно нужно Проверить на всякий Да, случай, да? если в сыром виде. Если уже варить, то, в принципе, можно... не Ну а в сыром употреблять. виде все-таки вы рекомендуете употреблять яйца или Ну, не это советуете? Это уже каждый сам То определяется. есть никаких противопоказаний как таковых нет, да? Да. А полезные свойства? Полезные свойства есть, но также есть и противопоказания, потому что поры есть в скорлупе, как бы никто не застрахован, то, что микроорганизмы не проникли внутрь, как бы, а термическая обработка убивает, уничтожает микроорганизмы. Хорошо, ну а смотрите, вот все нам говорят, да, что перед тем, как готовить яйца, да, необходимо их тщательно помыть. Каким образом можно вот как раз-таки эту всю поверхность очистить? Есть какие-то специальные способы или вот достаточно в проточной воде? Специальных способов нету, но можно просто в проточной воде мыть лучше перед употреблением, а не для хранения, потому что там есть специальный слой, который защищает как раз от проникновения микроорганизмов внутрь. Вот. Ну и самое главное – это сальмонеллез, да, чтобы его не было, вот этих Да. вот бактерий. Так, А вот есть такой спор, что домашние яйца, да, они лучше по качеству, нежели магазины, фабричные, так скажем. Это действительно так? возможно так. Питание зависит от питания кур. В промышленных условиях, возможно, менее скудные. Ну, их, может быть, гормонами вообще пичкают, да? А здесь… Ну, возможно, никто не говорит об этом, но это нельзя. Но все же, Ну, всяко может быть. всяко может А быть, тут да. ты действительно знаешь у проверенных людей, Людей. да, как содержались эти куры, которые несли яйца. Хорошо, ну а если вдруг так случится? Вот я, кстати, на этом яичке заметила, что есть небольшая трещина, да? Если вот такое яйцо попалось, когда вы приобретали его, да, что делать? Все-таки можно его сварить и съесть или не рекомендуете, сразу лучше избавиться от него? Нужно определить состояние содержимого яйца. Если была трещина, обязательно нужно определить состояние содержимого яйца. А это как сделать? Разбить яйцо. Вот сейчас Так. как раз мы будем это и делать. Давайте, Будем отлично, определять хорошо. состояние содержимого. Отдаю вам. Так, начнем мы отсюда. Стаканчики вам не нужны? Стаканчики не нужны. Все, мы тогда их убираем с вами в сторону, да, чтобы не мешались. Так, мы сейчас будем что с вами делать? Мы будем определять состояние содержимого яйца, белка и желтка. Так, Этому яйцу у нас было не больше 2 недель, да, одно из самых свежих, да? но оно тонуло во втором растворе. Так, для сравнения мы сразу же разобьем все яйца. Давайте. Вот это яйцо у нас всплывало даже в третьем растворе. То есть оно самое старое у нас, Оно как бы, да, самое по старое, возрасту да. считается. Давайте его к третьему, может быть, раствору сделаем, чтобы
мы понимали. Вот так. Вот это к первому, правильно? Так, супер. И давайте желтенькое. Давайте посмотрим. Вот это вот мясо тоже уберем, чтобы нам ничего не мешалось. Так. И что мы теперь смотрим? Здесь мы смотрим на состояние желтка, на состояние белка. Если яйцо свежее, Так. то желток бывает пышным, выпуклым, желейный слой. Вот здесь ни в одном из яйце прям такого прям выраженного желейного слоя белка не наблюдается, потому что они уже около 2 недель. Белок уже разжижился, стал водянистым. Но в любом случае немножко вот в каждом, вот посмотрите, можно увидеть небольшой желейный слой. Как раз плотная часть белка. Вот желейный слой это вот этот вот, да, который вот здесь вот прям. Да, Да? можно, да. Вот здесь, если вы видите, вы, наверное, не видите. Знаете, такое ощущение, вот, что желток, да, и рядом такая слизь немножко беловатого цвета, Да, да? желейный слой. Желейная, как будто бы. Так, отлично. А потом уже белок. Вот здесь вот четко, вот в этом яйце, например, четко видны градинковый слой. О, вот эти отлично. градинки, Давайте. белые, и вот желейный слой тоже, в Так, принципе, получается, здесь у нас желток, и рядом с ним прям такой, знаете, как и белая вата похожее что-то такое находится. Это гранулы, да? Градинки. Градинки. Это слой Они- белка, который удерживает желток в центре яйца. Это хорошо. Это хорошо. Это очень хорошо. Это говорит о том, что это очень свежее яйцо, правильно? Ну, самое свежее сейчас как раз-таки у нас. Да. Да. А потом идет белок. Отлично. И вот, в принципе, у нас все желтки, вот, кроме вот как раз третьего раствора, который утонул в третьем растворе, всплыл в третьем растворе, он более плоский желток. Если посмотреть, вот, и вот этот желток, и этот желток, Да, они действительно пышные, плоский. а это он уже стал водянистым. И здесь у нас вообще ничего уже в белке нет. Никаких ни гранулек, ни... Ну, градинковый слой он всегда бывает, просто здесь он уже, его не видать. А Легкую вот, там. знаете, я вот заметила, что здесь у нас на этом варианте, да, есть вот какие-то красные вкрапления. Что это такое? Это всего лишь Кровянистые сосудики? кровеносные сосудики, да. Ага, ну то есть ничего страшного, Ничего в принципе, страшного. ни о чем это не говорит. Хорошо. По итогу, что у нас получается? Для того, чтобы понять качество, лучше всего разбить яйцо, да, и осмотреть его. Если у нас возле желтка есть такие белые гранулки, да, градинки, то значит это очень свежее яйцо. Если есть немножечко такое похожее на беловатую слизь, то тоже, соответственно, свежее, но чуть-чуть уже в возрасте, так скажем, да. А если вообще ничего нет и сам желток уже более приплюснут, то значит яйцо довольно давно появилось на этот цвет. Градинки они будут всегда, даже если яйцо не свежее. Но градинки перестают удерживать яйцо в центре яйца, Со временем. желток в центре яйца, так как раз вот желейный слой, он становится водянистым. И градинки не способны удерживать. Вот. Поэтому мы только смотрим на поверхность содержимого, на желток, на желейный слой. Они бывают такие пышные, ярко выраженные. Но а на вкус это как-то влияет? На вкус нет, не влияет. Вот здесь мы можем еще также определить запах. Если яйцо испорчилось, то, соответственно, будет неприятный запах. Тухлый запах, да? Ну вот давайте я ради эксперимента. Ну, если здесь был бы запах, мы здесь Абсолютно уже никакого запаха. мы уже здесь почувствовали бы это. Это у нас яйцо, которое 2-недельной давности, правильно? Да. И запаха нет. Это нормально, правильно? Это хороший показатель. Так. Вот как для эксперимента можно попробовать Давайте вот это яйцо. вот этот понюхаю. Это 3-4-недельное. Самое Да, старое яйцо самое у нас старое здесь, яйцо. да? Тоже, кстати, нет никакого аромата, запаха, так что абсолютно идентично. Вы как профессионал тоже послушайте, запах есть, нет? Запаха нету, так Запаха как, скорее нет. всего, яйцо хранилось Правильно. правильно, да, поэтому чисто визуально мы можем увидеть то, что желейный слой стал водянистым, само яйцо, сам желток стал немножко плоским, а остальные показатели в норме. То есть, получается, неважно, какой возраст у яйца, самое главное – это правильное хранение. Да. Ну, а правильное хранение – это все-таки холодильник, как принято, или нет?
считается у нас? Холодильник, да? Лучше в холодильнике, Лучше в да? холодильнике хранить. Мгм. Смотрите, у меня есть такой вопрос. Очень часто, да, при покупке мы видим, что есть такие показатели, как C0, C1, да, это говорит о сорт какой, первый, нулевой, второй. Это как-то тоже вот влияет на качество или нет? Потому что вот у меня мама всегда говорит, бери сорт нулевой, он самый отборный, самый лучший. Это действительно так? Это не сорт нулевой, это называется отборные. Ага, Это отборный. буковка. В данном случае, например, у нас был сорт CS1, это столовый первый сорт. Это зависит всего лишь от массы яйца. Чем больше яйцо по массе, Так. то оно, например, как бы будет относиться к высшему сорту, отборному, первому сорту или второму, в зависимости от массы яйца. Всё. То есть, получается, неважно вообще, какой показатель, это всего лишь размер яйца указывается, Только размер, да? масса, Но масса, никак да. не качество его. Никак не качество, только масса. Супер. Но вот есть еще яйца халяльные. Что это значит? Есть ли какая-то разница? Потому что, ну, очень странно, согласитесь, видеть на полках магазина яйца, казалось бы, да, а вот некоторые халяльные написано. На этот вопрос я четкого ответа не могу дать. Это больше бренд, скорее всего, да, как-то Возможно, так. возможно, в питании как-то отличается Мгм. именно кур, от которых потом получают яйцо. Мгм. А вот скажите, вот по всем этим показателям, которые вы сегодня рассказали, можно ли перепелиные яйца точно так же проверить на качество? Все яйца всех видов птиц можно определить таким образом. То есть мы точно так же можем перепелиные яйца погрузить в стаканчик с водой, да, с соляной раствор, и проверить, какой возраст, Да, собственно, потом разбить и также увидеть. да. Чем больше хранится яйцо, тем становится больше воздушная камера, влага испаряется, и там образуется воздух. Поэтому, в принципе, с каждый раз как бы яйцо всплывает. Отлично. Ну вот смотрите, есть ли разница между перепелиным и обычным куриным яйцом? По качеству, по полезности, возможно? По питательным веществам есть разница. Также есть перепелиные яйца как бы меньше подвержены сальмонеллезу, так как температура перепелов немного выше, чем у температуры кур. Отлично. Ну, вы знаете, у нас есть небольшой блиц-опрос. Сейчас предлагаю посмотреть, узнать, как люди вообще определяют свежесть, да? А после этого мы с вами подытожим и еще раз напомним, как все-таки стоит правильно выбирать мясо, рыбу и яйца. Хорошо? Давайте прервемся. Срок годности всегда смотрю в магазине. По виду, по дате изготовления. Смотрю сроки. В основном на глаз, наверное. По цвету, по запаху, по дате изготовления. Срок годности. По запаху и сроку годности. Вот такие ответы мы получили на вопрос, как проверить свежесть. Где-то есть правильные варианты ответа, где-то неправильные, поэтому предлагаю прямо сейчас подытожить, да, и еще раз рассказать. Итак, для того, чтобы выбрать свежие яйца, что нам необходимо сделать? Для того, чтобы выбрать свежие яйца, для начала мы проводим наружный осмотр, осматриваем яйцо при естественном освещении, смотрим загрязнения, трещины, вмятины. Также можем определить возраст яйца, используя солевые растворы, погружая последовательно один за другим в растворы яйца. И далее определяем состояние содержимого. По пышности, по выраженному желейному слою белка мы можем определить яйцо свежее, несвежее, пролежавшее, и по запаху содержимого. То есть, получается, самое главное, чтобы на скорлупе не было трещин, вмятин каких-то, да, загрязнений, и после чего уже мы можем определить возраст с помощью солевого раствора, и по запаху, и по тому, насколько пышный у нас желток, тоже качество этого яйца. Да, все верно. Хорошо. Следующее у нас вот здесь вот рыбка. Как мы определяем, насколько свежая, хорошая рыбка? Вот основные какие-то моменты. Чтобы определить свежесть рыбы, мы осматриваем рыбу снаружи, наружный покров, чешую, обращаем внимание на чешую, Так. на жабры, жаберные крышки, на цвет жабер. Вот смотрим. Пожалуйста, жабры вот такие. Вот должны быть ярко выраженного цвета. Так. На глазки, чтобы они были чистые, Пожалуйста. выпуклые, прозрачные. Так. Оцениваем Чешую. чешую, оцениваем
чтобы чешуя у нас не отваливалась, да? Правильно, да. Мгм. Если она легко выдергивается, либо отваливается, это рыба не Го- свежая. Да, надавливаем. Если дальше также восстанавливается, значит свежая, правильно? Правильно. Смотрим внутренность. Смотрим внутреннее содержимое. Да. До этого нужно было посмотреть анальное отверстие. Мгм. Вот здесь вот оно Да, находится. если рыба не свежая, она будет выпечена, Так. грязная, красноватая, розоватые оттенки. Мгм. Отлично, но я думаю, что все запомнили. И последнее у нас здесь это мясо. Так, в данном случае это говядина. То есть мы точно так же пальчиком надавливаем. Если восстанавливается, значит свежее мясо. По запаху. По запаху. Запах тоже нормальный. Разрез смотрим. Вот мы как раз разрезали. Цвет должен быть идентичный, правильно? И внутри разреза, и снаружи у самого кусочка. Все верно. Так, еще есть какие-то показатели? Цвет посмотрели. Да. Если будет мясо не свежее, то можно наблюдать потемнение мяса. Мгм. Ну и жир тоже, соответственно, должен быть светлый, да? Светлый, характерный для данного вида животного, от которого мясо. Отлично. Спасибо огромное. Напоминаю, что в нашей студии была Галиева Чулпан Рафиковна, преподаватель факультета биотехнологии и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета. Спасибо огромное за ваши советы. Ну, а мы напоминаем, что это программа «Знаю все». Знайте все. Смотрите телеканал «Вся Уфа». Будьте с нами.